Все? Мараны довольны? Да. Ахмед Моран передает тебе привет. Хорошо. Дядя, говорю еще раз. Это последний раз. Больше мы никогда не свяжемся с наркотиками. Мама, я серьезно. Я уничтожу того, кто попытается провернуть эти дела втайне от меня. Хорошо, ладно. Пусть так и будет. Неужели тебя не мучает совесть? Тебе не приходит в голову, что из-за этой отравы умирают люди? Мы что, заставляем их? Пусть не принимают. Мама. Сначала я думаю о наших людях, Саваш. Прошла половина зимы. А розданный нами уголь уже закончился. А где мука для 10 тысяч людей? Где одежда? Дети голодные, измученные, неухоженные. Клан начал возмущаться. Телефоны не умолкают. Этих голодных и измученных детей должно кормить государство, а не мы. Ты не понимаешь? Мы государство для клана. Мы. Эндам, позови ко мне Шрефа. Сейчас, господин. Чичек, Да? собирайся, мы уезжаем. Куда? Собирайся, сказал. Приказывай. Поезжай на склад и снова установите камеры, которые мы сняли. Пусть приедут из охранной компании и все тщательно проверят. Как прикажешь. Поехали, Чичек. Куда? Зачислим тебя в университет. Какой университет? Чичек, я жду тебя на улице. Саваш, ты не обижайся на маму. Она все-таки была и дочерью, и женой главы клана. Она считает себя приказчицей 10 тысяч душ. Дядя, в каком веке мы живем? Мы найдем другой выход. Если наших людей не кормит государство, мы сделаем это. Но не с помощью яда. Понимаешь? Не с помощью яда. Да, сынок. Если бы все было так просто. Это не только вопрос жизни. На что, ты думаешь, живут высокопоставленные лица? Мы поговорим и об этом. Идем, Чичек. Куда собралась парочка? Какая парочка? Меня зачислят в университет. А твой отец в курсе? Кто его спрашивает? Не он ли продал нам дочку ради наркотиков? Пойдем, Чичек.